Наприклад, тому що політикою почали займатися достатньо впливові люди, так, які зараз набрали політичну вагу. Да. Це Медведчук, правильно. Конечно. І тобто для підняття якогось свого рейтингу чи додаткових бонусів він може піти на домовленість якусь з своїм кумом Володимиром Путіним? Может. І хтось може бути звільнений. Да, но вот смотрите. Тому що Володимир Путін, він сказав, з цією владою нема про що говорити, чекаємо виборів. Да, он это говорил не один раз, он пару раз об этом сказал. Это уж Песков-то еще больше об этом говорил, его пресс-секретарь. Но да, можно допустить, что Медведчук будет использовать эту ситуацию с заложниками для поднятия рейтинга партии «Життя». Не думаю, что это поможет сильно на выборах президентских, которые будут в марте, ну и, возможно, второй тур, так сказать, в апреле. Мы не знаем, как все сложится, это уже выбор украинского народа. А в октябре, когда вот будут выборы в Раду, наверное, можно ожидать какой-то такой ситуации. Но опять же, почти 100 политзаключенных украинских, понимаете, 100 человек. Ну, представить, что Москва выпустит в пользу кума Путина, значит, Медведчука 100 человек, с трудом себе представляю. Вот честно скажу, с трудом представляю, потому что Москве-то как раз нужно всегда сохранять какой-то базовый запас из числа заложников, чтобы можно было дальше торговаться, понимаете? Поэтому можно допустить, что кого-то обменяют. Кого-то, значит, обменяют там на Вышинского, например, про которого сегодня у него там день рождения, что ли, да? Я смотрю.